Добрый день, дамы и господа. Вас приветствуют клубы военно-исторической реконструкции, которые занимаются воссозданием материальной культуры и событий, происходивших 300 лет назад, во времена царя Петра Великого и шведского короля Карла XII. Сейчас вы видите перед собой небольшое подразделение шведской армии. Это небольшой гарнизон, который был защитниками крепости Аренсбург 305 лет назад. Давайте посмотрим, как одевались солдаты в ту эпоху. Мы попросим мушкетера из Нарвы, Йогана Стрекоева выйти перед строем. Обратите внимание, шведские солдаты ходили, как правило, в синем мундире, некоторые ходили в сером. Но в основном синий и желтый были отличительными цветами шведской армии. Солдаты носили на голове черную треугольную шляпу, треуголку. Но шведы также носили свой интересный головной убор, который назывался карпус. Видите, такая синяя шапка с кисточкой, зимой гораздо более удобная, ей можно было закрывать уши. На ногах солдаты носили башмаки и чулки, у шведов они были желтого цвета, и вооружены были солдаты кремневым мушкетом. Может быть, наш мушкетер покажет, как шведы заряжали мушкет. Это оружие называлось кремневый мушкет. Сначала засыпался порох на полку, потом порох вместе с бумажной гильзой клался в дуло и шомполом его прибивали в ствол. Вот столько времени занимало заряжание одного мушкета, и солдат готов к бою. Давайте посмотрим, как этот мушкет выстрелит, и выстрелит ли он. Спасибо, мушкетер, вы можете встать в строй. Ну что ж, вы видели, как выглядели солдаты Карла XII 300 лет назад. Русские солдаты выглядели примерно так же, только цвета мундира были другие. Это зеленый и красный, как вы видите на мне. И где же все остальные русские солдаты, которые 305 лет назад, в 1710 году, атаковали эту замечательную крепость? Они стенами, они уже готовы на штурм, и наш шведский гарнизон сейчас пойдет защищать ворота крепости. Praegu palume kõiki vaatajaid paremale poole vallile, kuna Vene armee hakkab tungima väravatest, hakkab lossi sisse tungima. Pärast tasapisi lahingutegevuse jälgides liigutage tagasi oma kohtadele.
позиции! Вперед, ступай! Второй взвод к тем бойницам! Вступай, бегом!
Может быть, вам будет приятно узнать, что ничего подобного 35 лет в стенах этой крепости не происходило. Без боя. Тем не менее, давайте поприветствуем клубы, которые здесь представляют русскую армию. Nagu te aru saite, on sellega suur lahing lõppenud ja kõigile veel meeldetuletuseks, et 30 aastat tagasi midagi taolist siin ei sündinud. Ja Можно я города?